эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут традиционно расскажем об основных событиях индустрии и познакомим вас с главными кинопремьерами этой недели. Это грандиозный финал легендарной фантастической саги «Звездные войны. Скайуокер. Восход» и казахстанская хоррор-комедия «Паранормальное наследство». На съемочной площадке Бекбулат Увалиев. Сегодня в программе. «Звездные войны. Скайуокер. Восход». Увлекательное путешествие на край галактики. Премьера триллера «Черное Рождество» от создателей «Астрала» и «Паранормального явления». Обзор главных казахстанских новинок новогоднего проката. О реакции иностранной публики на наше кино рассказал Данияр Алшинов, звезда фильмов «Черный человек» и «Бой от бая». Мы не одиноки. За нами пойдут, если дать надежду. Все твердят, что знают, что у меня в душе. И все ошибаются. Я знаю. Сложно назвать киновселенную, которая оказала бы большее влияние на массовую культуру по всему миру, если не вселенная, созданная Джорджем Лукасом в 70-х годах прошлого столетия. В современном мире нет человека, который не смотрел или, по крайней мере, не слышал бы о саге «Звездных войн». 9-й эпизод франшизы выходит на экраны на этой неделе и станет завершающей частью истории о джедаях. Что ты делаешь, Трипио? Хочу в последний раз взглянуть, сэр, на друзей. Фильм обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрители ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край галактики и грандиозный финал фантастической саги. История семейства Скайуокер – главная тема всех основных фильмов франшизы. Она началась в 1977 году с появлением на большом экране Люка Скайуокера и получила своеобразное завершение в 1983 с выходом «Возвращение джедая». В трилогии приквелов зрители узнали предысторию Дарта Вейдера, после чего в 2015 году сага продолжилась с новыми героями. На данный момент в далекой галактике осталось всего два Скайуокера – Лея и Кайло Рен, если только 9-й эпизод не подтвердит популярную теорию, что героиня Рей тоже является частью популярной семьи. История Скайуокеров – главная тема всех основных фильмов франшизы. Она началась в 1977 году с появлением на большом экране Люка Скайуокера. После 9-го эпизода «Звездные войны» не прекратят свое существование, а продолжатся новыми трилогиями. Одну из них разрабатывает Райан Джонсон, режиссер «Последних джедаев». Параллельно с ним над фильмами по «Звездным войнам» работают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бенниофф и Дэниел Уайс. Изначально режиссером картины должен был стать Колин Треворроу, однако из-за творческих разногласий со студией он покинул пост режиссера, оставшись сценаристом, а его место занял Джей Джей Абрамс, уже работавший со студией над 7-м эпизодом саги. По словам режиссера, в картине не будет использована цифровая копия принцессы Леи, актрисы Кэрри Фишер, а будут задействованы материалы, отснятые для предыдущих частей новой трилогии. Также режиссер уверяет, что для 9-го эпизода он нашел идеальный баланс между инновациями и ностальгией, начиная с «Новой надежды», вышедшей на экраны в 1977 году. Композитор Джон Уильямс написал музыку ко всем эпизодам франшизы «Звездные войны», поэтому и 9-й эпизод не обошелся без дирижерской палочки маэстро.
Съемки масштабного космического блокбастера начались в августе прошлого года и закончились в феврале текущего. Проходили они в обстановке строжайшей секретности. Студия тщательно избегала любых возможных утечек информации. Сценарий печатался на красной бумаге, которую нельзя было сфотографировать, а сам текст никогда не оставался у актеров на руках. Эпичный фантастический экшен «Звездные войны. Скайуокер. Восход» на больших экранах с этой недели. Отечественные кинематографисты активно осваивают новые жанры. На этот раз казахстанский зритель увидит на больших экранах комедийный хоррор «Паранормальное наследство». Фильм снимали в Шымкенте осенью прошлого года. В главных ролях популярные казахстанские актеры и игроки команды «Спарта», чемпиона высшей лиги КВН. Судя по трейлеру, нас ждет пародийный ужастик в стиле «Очень страшное кино». Здравствуйте, вы Мурагер? Я пришла по поводу вашего наследства. Согласно завещанию, вы можете жить в своем имении. Мы едем по вашей земле, а это все является прилегающей территорией к вашему дому. Есть версия, что их убили. Произошло это здесь. Опять это В центре истории остросюжетного фильма парень Мурагер. После выпуска из детского дома он вынужден зарабатывать на улице и выживать. Но его жизнь резко меняется, когда он узнает, что его отец оставил ему в наследство шикарный особняк. Но дом оказывается не совсем обычным и таит страшную тайну. Приключения наследника только начинаются. Продюсер фильма Арман Райкулов известен по работе над другой комедией, снятой в Шымкенте «Югарная поездка». Режиссер проекта Женебек Жанкараев подчеркивает, что зрителю при просмотре фильма будет не только страшно, но и смешно. На большие экраны выходит новогодний триллер «Черное Рождество». Фильм является ремейком культового хоррора 1974 года режиссера Боба Кларка. Классический ужастик считается одним из родоначальников жанра и направления в хорроре под названием слэшер. Режиссером выступила Софи Такал, известная по фильму «Зло». А среди продюсеров проекта числится именитый жанровый специалист Джейсон Блум, приложивший руку к созданию «Астрала», «Паранормального явления» и триллера «Сплит». Вчера ее видели на вечеринке в мужской общаге. Она создает нам проблемы. Алло? Алло? Боюсь, что моя подруга попала в беду. Зима, каникулы, задержалась где-то. Она пропала. В 9 случаях из 10 девушка просто осталась у своего парня. Я поставлю вас на колени. По сюжету фильма, во время рождественских каникул в женском кампусе колледжа в Хоторне появляется серийный убийца. Зловещий незнакомец убивает студенток одну за другой, но уцелевшие девушки ищут способ остановить злодея и постоять за себя. Фильм был снят в Новой Зеландии за 27 съемочных дней. Остросюжетный фильм «Черное Рождество» в кино с этой недели. Черное Рождество. На следующей неделе в казахстанском прокате начнется кассовая битва новогоднего уикенда. В прокат выйдут сразу 3 крупных отечественных релиза. Подростковая комедия «Каникулы оффлайн 2» от продюсерского дуэта Акана Сатаева и Эрнара Курмашева. Очередная часть франшизы «Бизнес по-казахски в Корее» от актера и продюсера Нурлана Коенбаева. И комедийный экшен «Ва-банк» от создателей дилогии «Брат или брак». Краткий анонс главных игроков новогоднего проката в небольшом сюжете. Школьные каникулы и праздничные выходные дни наверняка создадут большой поток зрителей в кинотеатрах страны. Отечественные продюсеры, зная кассовый потенциал заветного уикенда, не зря выбрали датой премьеры своих фильмов 26 декабря. Сезон только начался. Начнем с сиквела подростковой комедии «Каникулы оффлайн».
При том, что фильм стал хитом проката весной этого года, также удачным маркетинговым ходом обернулось для создателей решение выложить первый фильм на видеохостинг YouTube. Продолжение комедии «Каникулы оффлайн. Новый поток». Творческая группа, в составе которой еще и сорежиссер Руслан Акун, создавала вместе с Государственным центром поддержки национального кино. Айслу в клинике пластической хирургии. Макпал в клинике пластической хирургии. Ты чего радуешься? Геркош потерялся. Я же в Алмате оставил. Он в Северной Корее. Он да не уже. Я никуда не пойду. Ежегодная премьера очередной части франшизы «Бизнес по-казахски» стала уже традиционной для отечественных зрителей. Серия фильмов оказалась весьма успешной с выходом первой части в 2016 году. Последняя на данный момент часть фильма о приключениях героев Нурлана Куенбаева и Жана Байжанбаева в Африке собрала 573 миллиона тенге. На этот раз действие сюжета развернется в Южной Корее. Режиссером «Бизнеса по-казахски» в Корее выступил Ален Ниязбеков, ранее работавший над другим продюсерским проектом Нурлана Куенбаева «Каникулы в Таиланде». Давай ограбим наш банк. Нужно собрать команду из людей, которые ненавидят банковскую систему. Ну, такие же, как я. Еще одна картина, которая поборется за внимание зрителя – криминальная комедия «Ва-банк». Фильм создавала команда, работавшая над двумя частями фильма «Брат или брак». Новый фильм режиссера Алишера Утева и продюсера Куралай Анарбековой расскажет историю людей, пострадавших от банковской системы и решивших ограбить его. Кому из фильмов удастся заработать больше, а может и установить новый кассовый рекорд для отечественных картин, узнаем в начале нового 2020 года. Режиссер Адильхан Ержанов представил в этом году два своих новых фильма – нуар «Черный человек» и криминальную драму «Бой от бая». Оба фильма были отобраны для участия в международных фестивалях, в числе которых Сан-Себастьян и Варшава. Главную роль в обеих картинах исполнил казахстанский актер Данияр Алшинов. Данияр воплотил на экране два совершенно непохожих образа – нечистого на руку полицейского Бигзата и уличного бойца-хулигана Атбая. Сегодня Данияр Алшинов пришел в гости к нам в студию. Привет, Данияр. Привет, добро пожаловать к нам в студию. Давно не виделись. Что пригласили. Крайний раз, Данияр, ты был у нас в гостях 1,5 года назад, когда наша передача впервые вышла в эфир. Был в первом выпуске. Ты был в первом выпуске. За эти 1,5 года в твоей актерской карьере очень много поменялось. Если вспомнить прошлое интервью, ты говорил, что я Ну и у вас обои-то другие. Спасибо за то, что ты отметил. Да. Ну и ты тогда называл себя средним актером. На данный момент, я думаю, ты один из топовых актеров Казахстана. Успел поработать с Адильханом Ержановым. В этом году успел съездить на международные кинофестивали. Да. Об этом, в частности, и поговорим. Давай начнем по порядку. Проект «Куандык», который выиграл на питчинге сценариев на Первом Алматинском кинофестивале в прошлом году. Начал ты работать с Адильханом Ержановым, с режиссером. Сняли вы фильм, который в итоге получил название «Черный человек», да. И уже обзавелся официальной датой премьеры. Это 6 февраля. Расскажи нам, пожалуйста, о работе, о своем образе Бигзата и об особенностях работы с Адильханом. Потому что, когда Адильхан был у нас в гостях, он достаточно хвалебно отзывался о твоей работе и о твоем таланте. У тебя есть возможность он сейчас Адильхану. вернуть Адильхану. Я тоже буду хвалебно. Насколько хвалебно? Кредит хвалебности можно вернуть сейчас Адильхану. На самом деле, когда я услышал вообще про эту роль, я понял сразу, что это будет хорошее кино и хорошая роль. И мне подумал, повезло мне с такой ролью. Именно такой я хотел сыграть. Я благодарен Адильхану, что он меня заметил. Я думаю, это было взаимовыгодное сотрудничество. Я увидел другое кино, как снимается другое кино, не совсем коммерческое. Кино, где ярко выраженная режиссура, язык, отсылки какие-то к другим картинам. Кино, которое снимается через день. Мы снимали день отдыхали, за этот день Адильхан монтировал. Кино, которое снимается строго по раскадровке. Он четко знает, что, допустим, сегодня мы снимаем 32 кадра.
и не уходит ни вправо, ни влево от раскадровок. То есть он в голове уже видит фильм. Ну и плюс мне нравилось строить образ, советоваться, какие-то детали мы предусматривали. Поэтому, во-первых, во время съемок это было большое такое удовольствие, да, творческое. И ощущения, которые были в Сан-Себастьяне, когда я впервые увидел этот фильм, это была мировая премьера. Я и большинство группы впервые увидели фильм там. Это было незабываемо, конечно, потому что картина, она действительно, она не оставляет равнодушным, она либо делает тебе, либо тебе с первых же минут не нравится, потому что тебе это не твой жанр, не твой темп картины, он такой медитативный, либо она тебя забирает и до конца ведет за собой, и в конце ты получаешь такой, конечно, катарсис и эмоции. Я хочу сказать, что было очень приятно, такой по-настоящему патриотизм, наверное, какой-то, когда ты видишь, как испанские зрители после фильма, да, аплодируют, кто-то плачет, кто-то кричит «Mi amor», когда ты проходишь мимо. Достаточно тепло вас встретили. Да, очень теплый вообще народ, испанцы, конечно. И на улицах подходили позже. Даниэль, в этом году ты съездил на 3 фестиваля. 4, да? Фильм «Черный человек» был представлен в Сан-Себастьяне, в Пусане, да, и в Стамбуле. В Варшаве был представлен «Бой от Бая», еще одна картина. Да. Если сравнить испанцев, турков, поляков и корейцев, которым ты представлял наши казахстанские картины, можешь ли ты отметить особенности реакции? Кто выиграет, поляк или испанец? Да? Что сейчас? Можешь ли ты отметить какие-то особенности реакции, восприятия, да, нашего кино и наших творческой группы, которая приезжала туда представлять фильм? Знаете, ну, в Корее очень сдержанный зритель. Очень сдержанный зритель, и они эмоции так не показывают, и тоже очень тактично стараются не подходить как-то во время показа и после. Но опять же, позже потом подбегали вот корейские девчонки и просили сфоткаться, и это было прикольно. То есть совсем другая культура. Испанцы, они очень такой сложный, очень-очень избалованный такой зритель, который имеет свое мнение, видение, то есть угодить испанцам сложновато. Но при этом они ценят хорошее кино. По менталитету, наверное, Польша ближе всех, конечно, к нам. В Польше фильм «Бой от Бая» был принят очень тепло. Люди выходили, некоторые говорили, что один из лучших фильмов за долгое время, который я смотрел. Огромное спасибо. Очень теплый был прием тоже именно зрителями. Если говорить о фильме «Бой от Бая», Даниэль, где ты играешь бойца смешанных единоборств, да, насколько было сложно готовиться к этой роли? Насколько физически тебе было сложно противостоять тому же Санжару Мади? Противостояния такого не было, конечно, это же все было кино. Ну, помяли мы там пару раз друг друга. Были травмы не предусмотрены, естественно. Я повредил колено, Санжара была там гематома, я помню, на ноге после лоу-киков многочисленных. Но в целом, один раз мне каскадер чуть глаз не выбил. Там такие моменты, они всегда бывают, то есть это нормально. Причем мне должен был быть синяк на этом глазу по сценарию, а мне настоящий синяк поставили на другом. И приходилось настоящий замазывать, а тот, что по сценарию, рисовать. Много таких было ситуаций. Потому что Адильхан строго говорил, мне нужен левый глаз. Говорил, это не монтажно будет. Ну, естественно, было изнуряющее, конечно, это было изнуряюще. Плюс я об этом даже в Инстаграме писал, что в Казахфильме нет, в павильонах нет отопления. Зимой снимали, было очень холодно. Я сильно заболел, и через это все проходил. Ну, такая роль, видимо, так надо было, я сейчас понимаю, что... Действительно было, что ты играл с температурой? Да, я играл с температурой, с страшнейшим гайморитом, я не дышать не мог, ничего. В общем, физически было тяжело, но и эмоционально было тяжело, потому что фильм такой прям, конечно, выворачивающий наизнанку. Герой очень противоречивый, хоронит мать по ходу фильма, избивает жену, теряет друзей, предает. Такой герой и такой фильм получился, и такой съемочный период. Сложный. Есть ли в «Атбае» частичка настоящего Даниэля Алшинова? Да, конечно. Я считаю, в каждом герое ты стараешься что-то от себя в любом случае заложить.
Вот. Я бы не сказал, не частичка, много, просто это все внутри, то есть это то, что мы не позволяем себе выплеснуть наружу. Но мне кажется, в каждом человеке есть что-то вот от Бая, который хочет иногда просто подойти и, там, и ударить, и не разговаривать. Правда ли, что Адильхан иногда сам помогал ставить бои, показывал, как делать удушающие? Но он высказывал предпочтение. Он говорил, я хочу, чтобы был какой-то такой захват, которого не существует. И все удивились, что Атбай, оказывается, его знает. И он говорит, ну нет таких захватов, Адильхан, которые не существуют. И все их знают. Мы старались как-то выдумывать какие-то менее общеиспользуемые приемы. Конечно, стараюсь. Когда ты выстраивал образ Бекзата из «Черного человека» и Атбая, это одновременно происходили съемки? Сколько между ними не одновременно. Это разница была месяц-полтора, может быть. У тебя хватило ли тебе эти 1,5 месяца на то, чтобы перестроиться? Это ведь два совершенно разных образа. Да, я и боялся поэтому второй раз сразу начинать работать, потому что изначально по сценарию Атбай был очень похож на Бекзат, и вся история, вся концепция фильма, она поменялась буквально за неделю до съемок, кардинально поменялось вообще все. Адильхан придумал совсем другую историю, и она сразу легла, как говорится. И тогда я понял, что вот, наконец-то я выдохнул. Теперь это другой персонаж. И я прям только тогда успокоился. Потому что я прям докучал Адильхану. Говорю, ну как-то давайте подумаем еще, что-то слишком похоже. Трэш-комедия, трейлер, который «Жаном ты не поверишь», трейлер, который уже есть в сети. Слушай, ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалке. А рыба где? Мы не успели поймать, понимаешь? Там кипиш начал. Мы увидели убийство, начали убегать, за нами гнались. Потом появился какой-то одноглазый маньяк, начал всех убивать. Достаточно редкий жанр. В этом году, по-моему, было кино по понятиям. Один из представителей жанра. Чем будет брать фильм «Жаном ты не поверишь» и чем тебя зацепил сценарий? Во-первых, он будет брать рейтингом 18+, много крови, много спецгрима, жесткие сцены, конечно, местами прям жуткие. То есть, это и была цель режиссера — сделать максимально кроваво. И будет ли это кровавый рекорд в казахстанском кино? Ну, однозначно. Я думаю, это будет очень кроваво. Но при этом должно было быть смешно, это был главный критерий. Я в этом проекте отталкивался от того, что такого у нас еще не было. Я хотел быть частью проекта, который, ну, скажем так, взорвет. Мне кажется, фильм взорвет, потому что это ярко, это смешно, очень молодежно, легко. Я понимал, что никто здесь не претендует, да, на какую-то там очень высокую художественную ценность. Но в этом фильме есть однозначно ценность развлекательная. Я понимал, что там хороший каст. Когда мне сказали, какие актеры там играют, там еще хорошая команда. Да, Рустем Женяманов, Азамат Маркленов, с которым мы сейчас подружились, Ерла Блэк, очень смешной. Ерла Блэк действительно в жизни очень смешной. Очень смешной человек, просто поднимал настроение каждую секунду. В каждом кадре он, как мне кажется, будет смешить. Ну, экран покажет, есть такое выражение. Я сужу потому, что я видел на плейбеке, потому что я видел на площадке, было очень смешно. Но как будет фильм в целом смотреться, я пока не знаю. Но трейлер мне понравился, людям понравился. Исполнял ли ты трюки какие-нибудь? Ну, в любом случае приходилось, да, там где-то в драках, когда меня там бросали через плечо. Я в основном все свои трюки исполнял без дублера. У ребят были дублеры. Ну, там потому что сложные были у ребят трюки. Там Ерла влетал в окно, разбивая окно. Там, и сам бы он это не сделал. Нет. Сам бы он это, конечно, не сделал. И команда, да, хорошая. Режиссер, оператор Азамат Дулатов, режиссер Ирнар Нургалиев. И я понимал, что как минимум это будет качественно. Вот поэтому я согласился. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим о том, как не потеряться в огромном количестве релизов и фильмов, которые обязательно стоит посмотреть в наступающем 2020 году. Увидимся на съемочной площадке.